Вы там сказали так, вот так. Значит, ты с палкой, ты со шваброй, а ты со стулом. Вперед. Взгляд, паузы, жесты, как ты дотрагиваешься до предметов. Оказывается, свет можно выставлять вот так вот. Тут музыка, звук, дым-машина. И по этим ступеням ходили и Андрей Миронов, Ролан Быков, Нина Усатова. Мы могли падать, у нас миллион синяков, вот это все. Глаза боятся, руки делают. Надо же. Это те самые, которые учились когда-то в Москве. Такие эмоции. И вот ради этого, наверное, и стоит вообще в театр идти. Это знаменитый театральный институт имени Бориса Щукина. И мало кто знает, что сюда может попасть каждый, как зритель, конечно. Ежедневно здесь идут спектакли. Сегодня, например, «Вечные сны». И в нем задействованы ребята из Якутии, которые здесь учатся. До спектакля еще полчаса. Режиссер вносит последние корректировки. Кто-то успевает прогнать номер еще раз, а кто-то уже в гримерке добавляет необходимые штрихи к образу. В институте есть собственный театр. Вот она, большая сцена. Все по-настоящему. И мы с вами сюда попали в удивительный момент. Репетиция спектакля уже завершилась, а зрителей еще не пускают. Зал находится в ожидании. Даже волнительно. Последний звонок. Зрители занимают свои места. Начинается волшебство. На сцене студенты третьего курса. У каждого свой номер. Спектакль – это их экзаменационная работа. В руках молодых людей буквально оживают предметы. Причем действие происходит без слов. Ведь это пластический спектакль. Этот вечер пластики это такое регулярное мероприятие, которое кафедра пластической выразительности актера, которую я возглавляю сейчас, делает каждый год с разными курсами. Это скорее такая тренинговая площадка для попытки соединить технологию с актерскими проявлениями, жизнь человеческого духа. Прежде всего, актер должен действовать на сцене, и тяжело держать иногда задачу. Зачем я выхожу, что мне здесь надо, так сказать, предлагаемые обстоятельства, роли в том числе. И вот мы уткнулись в тему, снов. Вещих снов, вещих, потому что вещи вечных с точки зрения смысла, что у каждого человека есть в глубине души какая-то тема или больное какое-то место, которое он хочет каким-то образом разрешить для себя. Больше, мне кажется, смысл нужно закладывать, и он закладывается больше, знаете, в отношении к предмету, то, как ты смотришь на него, а это через это и выражается, это и есть средство выразительности. Взгляд, паузы, жесты, как ты дотрагиваешься до предмета. Вот через это все и транслируется то, что ты хочешь сказать через этот предмет, с этим предметом, то, что связано. Артист должен очень мобильно и, убедительно существовать в очень разных средах. А откуда родится этот рефлекс? Разве он есть у нас автоматически? Да, он есть, если мы каждый день замечательно, начинаем репетировать, года на 3. Но в профессиональной жизни такого не бывает. Как и костюм, который мы надеваем практически непосредственно, как надо выходить на сцену. А как? Это что такое, когда это длинно, когда это эполеты, когда это, я не знаю, какая-то пижама, когда... Это все требует пристроек и какого-то освоения. В данном случае мы в нашем институте даем ребятам рефлексы, технологические рефлексы, присваивать к себе среду путем сознательного волевого усилия. Спектакль будто вводит в транс. Зрители испытывают сразу массу эмоций. Шок, удивление, восторг. И действительно, трудно представить, что в драматическом танце партнером может стать чемодан. Матрасы летают, а коробка способна превратиться в настоящее чудо. И напомню, все это без единого слова. В итоге ни один зритель не остался равнодушным. Отличные молодые ребята, талантливые, я вижу, что начинающие таланты. Мне кажется, что они добьются больших успехов. Очень понравилось. Оживают все предметы, смотрятся совершенно иначе на простые вещи. И предметы достаточно крупные многие. И было видно, что это очень много труда, потому что некоторые предметы уводят за собой, собственно, актера. И поэтому пластика на высоте для студентов, мне кажется, очень потрясающий уровень. Прекрасный спектакль. Классно, что нет слов, потому что в наше время вот такие действия и такая открытость говорят сами за себя. Красиво.
Мы сначала как бы думали, что это будет какое-то действо, именно какой-то сюжет. А когда увидели, что это пантомима, это такие прекрасные работы студентов, какие-то, это пластика, это музыка великолепная совершенно. И мы что-то под конец уже чуть ли не приплясывали уже сами, и просто восторг, правда. Молодая энергия захватывает. Очень нам понравилось, да? Захотелось двигаться, да? Двигаться, быть такими же пластичными и молодыми, но, может быть, только пластичными. Ну, что говорить, первый раз здесь. Было очень приятно посмотреть на молодых ребят. Очень хорошо, очень талантливо. И поплакали, и посмеялись. Какой номер мне больше всего понравился? С очень красивой девушкой с пышными формами. Я в восторге, когда ее унесли в зал. Где вот со скамейкой такая пышная девушка и худенький юноша, и вот она как бы его в свои сети, значит, опутывает. Это номер якутянки Анастасии Авериной и ее однокурсника. Молодые люди успели за несколько минут показать настоящий фейерверк из трюков и эмоций. Конечно же, про любовь. Настя, расскажи, что это у вас за сцена? Как на ней ты себя чувствуешь? Ой, это у нас называется БСЦ, большая сцена. Здесь играются спектакли 4-го курса. И для нас 3-го курса это первый спектакль на большой сцене. Первый раз встреча со зрителем, именно приходящим. То есть не свои, не мамы, папы, а приходящие. И как впечатление? Это вообще не описать словами. Когда мы первый раз здесь оказались, просто какие-то зеленые, вот такие, боящиеся всего. Просто, оказывается, свет можно выставлять вот так вот. Тут музыка, звук, дым-машина. Это все так необычно было. Прям терялся поначалу. Спасибо большое нашему режиссеру Андрею Алексеевичу. Он поддерживал, говорил: ребята, это первый шаг. И худруку нашему Михаилу Петровичу тоже большое спасибо. Это вот, правда, такие напутствующие слова, которые сидят, скорее всего, когда вот будет много спектаклей, эти слова все равно будут в голове. Первый раз выйти на большую сцену и оказаться один на один со зрителем. Я, конечно, играю со своим партнером, но все равно, когда ты чувствуешь вот эти аплодисменты, когда подходят зрители после спектакля и говорят спасибо, такие эмоции. И вот ради этого, наверное, и стоит вообще в театр идти. Настя – одна из 5 якутян, которые учатся по целевой программе в институте имени Щукина. После окончания они приедут в Якутск и станут частью труппы Русского драмтеатра. Что самое главное на сцене? Как должен вести себя актер? То есть есть какие-то точки, наверное, да? Куда нужно двигаться, куда смотреть, откуда говорить или что? Ну, конечно, это все есть, но мне кажется, самое главное на сцене – это отключать все свои проблемы, все свои переживания. Мы сейчас готовимся к экзамену по мастерству, и я буквально с репетиции прибежала сюда, загримировалась. Поэтому, мне кажется, не так важно вот точки, не так важно как, а главное вот это. Мне кажется, свет. Но это подстроиться, это могут помочь с этим. Это кто-то сможет тебя как-то настроить на это, по-нужному поставить, как говорить, все это помогут. Но если ты заходишь на сцену и у тебя какие-то внутренние проблемы не отключенные, то тогда ничего не получится. Перед выходом ты, может, переживаешь, что-то там очень страшно, но как только ты входишь на сцену, ты все отпускает. Ты просто, это какое-то чувство счастья. Ты выходишь, и тебя все наполняет, вот эта энергетика. И когда с залом ты чувствуешь вот это вот круговорот вот этот, то есть ты даешь залу, зал дает тебе. Это прекрасные чувства. Мария Карнышева тоже из Якутска. В спектакле у нее трио, но можно сказать, что в этом номере есть и 4-й герой. Это стол. В номере много трюков и интересных решений. От партнеров идет большая поддержка. То есть, я не знаю, вот у меня нет номера, где я одна. Но мне кажется, что это проще, когда кто-то рядом есть, и вы друг друга поддерживаете. А это еще один наш земляк, Дмитрий Окроков. У него в спектакле сложнейший номер с битой. Глаза боятся, руки делают. Надо же. Хочется. Надо удивлять. Ну, если даже страшно, то смысл тогда вообще выходить на сцену, если ты делаешь то, что тебе страшно. Все равно преодоление этого страха. И это просто, это не так, это все, сцена, она все равно по-другому, взгляд другой у зрителя. Кажется, что опасно, на самом деле нет. И сложного в этом на самом деле ничего нет. Нужно же подать, главное не что, а как.
Мне нравятся какие-то отдельные номера, мне очень нравятся, они что-то вызывают у меня внутри. Например, номер с чемоданчиком. Очень замечательный, мне кажется, очень милый. Номер с рамой. Не только с актерской, но и со зрительской. Как со зрительской мне просто нравится, что я вижу. С актерской мне хочется в этом тоже участвовать. Еще двое ребят из якутской группы, которые учатся в Щукинском институте, Шахрус Шепелев и Александр Колясников, наблюдали за земляками из зала. Их экзаменационные номера с предметами в спектакль не попали. Ну, в моем случае, в связи с отсутствием партнерши, с ее выбыванием из игры, так сложились обстоятельства, как говорится. Не совсем. Я иногда так прихожу, смотрю на мучения ребят, думаю, господи, как хорошо, что меня в нем нет. Очень милый спектакль, ребята большие молодцы, конкретные, целесообразные. Это очень важно в работе с предметом, и они очень органично выступают. Предметы для этюдов студенты выбирали сами. Знаете, когда на втором курсе мы приступаем к разделу «Сценическое движение» и конкретно работа с предметом, перед каждым ставится задача выбрать предмет, с которым ты будешь выходить на экзамен и, соответственно, работать полгода, да? Целый семестр. Кто-то берет банальные вещи, швабра, там еще что-то. А я просто историю из Театра наций посмотрел, где казак на бочке, значит, катится. Я такой, так, надо, наверное, бочку взять. Ну и взял. Научился также, между прочим. Хожу, летаю, бегаю, прыгаю через нее. Так что мне нравится. Как этот номер родился? Почему вы выбрали эту скамейку, да? Это у нас называется конструкция. Да. Мы с моим однокурсником Владом Суворовым находимся как бы, в хороших отношениях, мы хорошие друзья. И... Пара? Нет, мы не пара. Мы просто очень хорошие друзья. Мы с ним часто вместе работаем, потому что и ему комфортно со мной, и мне. И когда у нас на втором курсе, во втором семестре началась работа с предметом, я поставила себе задачу, что возьму какой-то сложный предмет. И взяла цепь. Я работала с ней, и однажды я ударила себя по голове и подумала, что больше я с ней работать не буду. И как раз Влад один с этой конструкцией что-то возился, ему тяжело ее поднять, как-то вот вижу, что что-то не то. Я говорю, давай я тебе помогу, а потом выберу другой предмет. Он говорит, давай. И решили, что да. И в конечном итоге пришел Андрей Алексеевич и говорит, вы очень интересно вместе смотритесь, какая-то интересная смешная фактура у обоих именно вот в этой работе. Я не задавался этим вопросом. Я ходил по магазинам, по хозтоварам, по каким-то спортмастерам. Искал просто любой предмет. Изначально это были тесаки. 2 тесака. Хотелось с ними поработать почему-то. Сказали, слишком маленькие, нужно что-то побольше, что-то помассивнее. И вот, нашел биту. Не знаю почему, откликнулась и все. Это мой предмет — стол. Я недолго думала. Почему-то я вот увидела стол. Вообще, на первом курсе я боялась всего, что связано с какой-то акробатикой и еще чем-то. То есть меня заставить прыгнуть через стол — это были слезы. Вот. А вот когда мы уже выбирали предметы, я смотрю на него и понимаю, я тебя боялась. Попробуем что-нибудь сделать. Но мне говорят, Маша, ты девочка, как ты будешь со столом работать одна, он тяжелый. Я говорю, что-нибудь я придумаю. В один день нас 2 группы соединили, и в итоге мы поняли, что мы втроем будем работать. Эта бита, она путешествовала больше, чем некоторые люди вообще, в принципе. Она была и в Якутии, она была и в Крыму, и я везде занимался. Чтобы все было в идеале полгода, по 3 раза в неделю, наверное, так. Потому что это чистая техника, а техника — это физика, мышцы. Тут весь вопрос в том, как быстро ты адаптируешься, и предмет насколько присваивается и укладывается в тело. Трудно, то есть мы много оставались, репетировали, чтобы это все получилось. То есть какие-то даже элементы акробатики, мы могли падать, у нас миллион синяков, вот это все. Мы втроем начинаем что-то думать, то есть как можно поставить стол, а если стол так, что я могу сделать? И главная задача, чтобы мы втроем в этот момент были. Допустим, мальчики берут стол, и я думаю, то есть я могу туда как-то залезть, где-то закрепиться. Или же, например, вот я сижу, и Федя такой, а давай сейчас тебя поднимем, ты вот так закрепишься и будешь висеть. Я говорю, давай сделаем так. Но самое сложное это было просто даже встать на нее, потому что она кажется какой-то для меня, на первый взгляд, неустойчивой. Поэтому просто даже встать на нее, вот наши качели, они были какими-то, как будто так невозможно сделать.
Но в конечном итоге Влад мне сказал, мы все сможем. И мы смогли. Это вошло в спектакль. Страшно? Страшно. Сейчас уже в какой-то степени нет. Но вот, кажется, если мы то сделали, то наверняка и это легко. Сложно было сделать так, чтобы это не выглядело сложно, что какая-то была легкость в этом предмете. То есть сам по себе предмет тяжелый. Этот самый опасный трюк, про который вы говорите, когда я высоко ее подбрасываю, ловлю, очень долго привыкала рука правильно ловить. Нужно это делать мягко, чтобы не биться пальцами. По голове? Да и, конечно, прилетало. Ну, это так. Тело само выдает. То, что ты подразумеваешь, свою эмоцию, что чувствуешь. Главное понимать, что было до, что будет после. Главное освоить какую-то технику, какие-то трюки, и все. А все остальное — это отдать своей природе. Не на все я соглашалась. То есть было в какие-то моменты было очень страшно, но Федя говорил: Маша, тут будут ребята, которые будут страховать. Мы все сделаем. Главный азарт. Вот ты хочешь сделать это, ну упал, значит, ты что-то технически неправильно сделал. То есть ты упал, подумал, что ты неправильно сделал, закрепился, понял, все. В 2019 году Русский драмтеатр имени Александра Сергеевича Пушкина и Театральный институт имени Бориса Щукина начали сотрудничать и готовить будущих артистов из числа якутян. И мне нравится, что вот якутское правительство в лице Министерства культуры и Русского театра пошли на это. Мы набрали там 5 человек, ребят, которые, закончив наш институт, поедут туда работать. И мы хотим, чтобы они были достойными, чтобы вы сразу заметили и сказали: во, это те самые, которые учились когда-то в Москве. Ребята учатся хорошо, мы продолжаем общение с театром. Александр Лобанов интересуется этими ребятами, задает вопросы, когда приезжает, приходит сюда, и это уже хорошо. Они от правительства получают поддержку, они даже получили какие-то, такой грант, институт на то, чтобы они сделали специальную работу, которая могла бы приехать туда. То есть все это делается, работается. Они никоим образом не отделяются. У нас учатся ребята для Тульского театра, для Калужского театра, для Ростовского театра драмы. Так что у нас много людей, которых мы готовим, чтобы они были во всех театрах страны. Благодаря нашему театру и Министерству культуры, которые нам предоставили еще дополнительные часы по актерскому мастерству, часы дополнительные по танцу, по вокалу, по чему-либо. Вместе мы делаем спектакль целый, дипломный, который для студента театрального института — это все. Вот он, пик. Все замечательные люди, все замечательные будущие артисты. Я считаю, что очень правильным политику, театров, когда они, выбирают ребят и посылают их в учебные заведения для того, чтобы потом получить в ответ оснащенных артистов. Потому что мне кажется, что театр не умирает, у него нет, мне кажется, какого-то точного сегодня жестко сформулированного лица, он очень разный, он и должен быть таковым. И мне кажется, совершенно не исчерпан потенциал классического театра в его традиционном, взгляде на него, да, когда жизнь человеческого духа на сцене является ведущим. Институт начинает свою историю еще с 1914 года, а это здание было построено в 1937-м. И по этим ступеням ходили и Андрей Миронов, Ролан Быков, Нина Усатова. А стены украшают фотографии и имена всех выпускников. Куда ни глянь, сплошные звезды. Вот, например, Максим Аверин, еще с другой прической. Я с огромной надеждой смотрю в будущее, потому что наш институт, наша школа является одной из лучших театральных школ мира, если хотите. Приезжали иностранные студенты для того, чтобы проходить русский семестр, а когда-то, в далеком 2006 году, мы на театральном биеннале в Венеции получили золотого венецианского льва. И мы являемся той единственной школой мира, которая владеет этим львом. Мы все работаем на одно дело. Да? Наша задача, чтобы когда наши студенты получили диплом, они были профессиональными актерами, артистами, которые могли бы работать дальше в тех условиях, в которых у них получится. Вот ребята из Якутии поедут обратно в свой родной театр, уже обладая
вахтанговской школы, мы надеемся, которую они освоят за оставшиеся 1,5 года, которые им остались. Мы стали плотно работать с ребятами на 2-м году их обучения. Так получилось, что мы пришли к ним педагогами по технике речи. Задача, которую мы ставили перед собой в работе, для того, чтобы они освоили технику сценической речи, для того, чтобы они могли самостоятельно готовить себя для работы на большой сцене, чтобы они имели в своем арсенале упражнений, которые помогут им активизировать свою дикцию, подготовить себя к спектаклю, размяться, продышаться, почувствовать свой голос, научиться им владеть, для того, чтобы он был объемным, мог передать все те эмоции, которые ребята испытывают на сцене. Я могу давать оценку тому, что касается их устремлений, их желания. Я его вижу и у Димы, и у Маши, и у Насти, и у Саши. Я вижу серьез, намерений. Что является объективным, это тот труд, желание быть профессиональным актером всерьез, по-настоящему, который ребята вкладывают. Это в них есть. И я думаю, что это залог того, что, так сказать, приехав обратно к себе в театр, они могут составлять какое-то энергетическое, так сказать, подспорье или, так сказать, желание, так сказать, что-то такое, так сказать, делать, может быть, неожиданное. И самое главное, что в этом есть, так сказать, живой такой порыв. Наша задача направлена на то, чтобы готовить профессиональных артистов, чтобы они были на сцене, играли таким образом, чтобы они могли зрителей вовлечь в свое действо, чтобы они могли поговорить о зрителях. То есть они должны стать, с нашей точки зрения, профессионалами высокого рода. Что такое драматический театр? Театр – это который разговаривает со зрителем о тех проблемах, которые есть у этих людей. Он разговаривает о тех радостях, он дает какие-то советы, он может говорить о своей позиции и гражданской позиции. То есть много что может театр. Это место, где врачуется душа человека. И поэтому для того, чтобы врачевать, для этого должны быть хорошие врачи, хорошие специалисты, хорошие артисты. Здесь есть какой-то шанс привнести пользу, хоть какую-то, именно для какого-то глобального больше смысла. Меня эта мысль трогает внутри, что я могу привнести что-то полезное. Хотелось бы, чтобы театр был вещью, предприятием, которое приносит не только эмоции, но и какие-то, заставляет задуматься каким-либо образом, о чем-либо, о жизни. Что-то переворачивать должно. Каждый спектакль должен переворачивать как артиста, так и зрителя. Должен переворачивать мир человека с ног на голову. Значит, заставлять о чем-то задуматься. Ты в один день можешь быть полностью в себе разочарован и подастся искушению заистерить, зарыдать, просто ненавидеть себя. А на следующий день нужно проснуться, как ни в чем не бывало. И заново, каждый день переворачивать. Сегодня ты звезда, завтра ты никто. Этому учат здесь на самом деле. Очень тонко, но учат. Я помню, в детстве первый раз меня привели в театр. Я вот смотрю на актеров, а я вот хочу туда. Мне нравится. То есть я смотрела не как зритель, а у меня уже было такое желание вот сейчас прям встать и выйти. То есть я тоже хочу в этом участвовать. Это какая-то сказка для меня была. Вот за 3 года учебы, да, изменилось твое отношение к актерской работе? Все-таки, когда вы только начинали и были студентами, у тебя была, может быть, другая мотивация, да? Я хочу стать звездой. Сейчас это изменилось или ты все равно хочешь стать звездой? Ну, у меня изначально не было такого, чтобы стать звездой. Просто хотелось, чтобы люди приходили на спектакль, когда я была еще просто ученицей в школе. Хотела, чтобы люди, когда уходили со спектакля, у них в голове были мысли о том, что вот это да, какой-то вот этот катарсис, о котором все говорят. Я вот как хотела, когда пришла сюда, чтобы зрители уходили вот с этим ощущением. От меня уже, не я уходила, а от меня, с моих спектаклей. И оно так и осталось. Конечно, поначалу ты думаешь, ты гениальный актер, потом помаленьку, по чуть-чуть, идя думаешь, наверное, я не все в этой жизни умею, то есть действительно чему-то нужно учиться. Но вот как была поставлена цель, чтобы зритель уходил с какими-то ощущениями, а не просто так, она так и есть. Мне кажется, она и всю жизнь будет. То есть когда я уже вернусь в наш родной театр, я буду придерживаться ее же. Сложного что? Сложного – это расписание в первую очередь, потому что иногда бывает невыносимо.
Сложно, потому что здесь есть как умственный, так и физический труд, и они все, это все совокупность. Не бывает раздельно, всегда вместе. Когда ты танцуешь станок, ты должен думать головой. Когда ты сдаешь экзамен по зарубежной литературе, ты должен жестикулировать правильно. Это все взаимосвязано на самом деле. Актер — это мыслящая профессия в первую очередь. Ты должен думать мозгами. Если у тебя их нет, то что сказать, туго? Может быть, местами ты редко общаешься с родными. Уже нет какого-то свободного времени, то есть погулять или что-то. Но если ты выбрал эту профессию, значит, ты понимаешь, куда ты идешь. То есть мне нравится, я люблю здесь проводить время. У меня всю жизнь была мечта сыграть Кабаниху из «Грозы». Я ее осуществила, я играла. Актер должен быть разноплановый и может делать абсолютно все, что скажет режиссер, скажет «делай». Вообще я могу сказать, что ребята, на моих глазах, на самом деле очень выросли. Каждый что-то нашел, приобрел из пластики, связанный с мастерством. И это очень большой рост, и я считаю, это правильно туда. Сейчас якутские ребята уже работают над дипломным спектаклем. Премьера в следующем сезоне здесь, в Москве. А после актеры с постановкой отправятся в Якутск, где спектакль станет частью постоянного репертуара Русского драмтеатра имени Пушкина. Максим Кардоза, Виктор Олесов, Москва.